Всем привет-привет, с вами канал Life, меня зовут Карина. И сегодня вот на таком ветре, надеюсь, что вам слышно хоть что-нибудь, мы стоим уже у Южного вокзала. Мы хотим провести вас тяжелыми тропами электрички в Светлогорск. Бюджетный вариант. Я считаю, что бюджетные варианты людям тоже интересны. Что такси? Нужно и на электричке проехаться. Идет она, по-моему, сказали 46 минут. Сейчас мы пойдем покупать билеты. Какая-то скорая электричка. Сейчас все узнаем. Вот мы идем в наш исторический Южный вокзал. Такой красивый. Сейчас будем снимать внутри. Заходим в вход. Открываем дубовую дверь. Проходим. Нельзя снимать. Так, хорошо. Внутри нас пропустили через специальный контроль, где проверили нашу температуру. Вот пригородные кассы. А там это датчик температуры. Нет, так там датчик есть, сверху его поставь. Тут вот такие киоски. Тут зал ожидания. Тут табло. Написано Калининград, Светлогорск. Скорый 7203 в 11 часов. На 11 есть у вас? Хорошие места, если можно, пожалуйста. Только верхние полки остались. Спасибо. Так и там Самые же любимые наши. Вов, там же электричка, ты чего? Ну какая разница? 200 рублей ровно. Спасибо большое. Это ты шутишь тогда? Верхние полки справа в соседнем вагоне. Возле туалета. Самый главный задний вагон. Спасибо большое. Блин, ну ты шутник, я прям испугалась даже. Я не могу над тобой. Самые верхние полки у туалета. Нам нужно в зал ожидания. Сейчас, минуточку. Ух ты, это что такое вообще? Тут кто-то вещает. Какие-то скульптуры птиц. Это новое все. Раньше тут был фонтан. Как ни крути. Это вход, а к поездам здесь. Поездам сюда, да? А какая у нас платформа? Так, вот пригородный поезд. Город Светлогорск. Сейчас, в общем, сделали контроль, когда люди выходят с поездов, их всех тестируют на температуру. Обязательно. Слышишь? Да, сейчас смотрю. Полный осмотр полный. По 100 рублей. Билеты по 100 рублей. Да. Так, да, я посмотрю. Вот такие чеки. Билеты 100 рублей. И какая платформа, какой путь? Расскажи. Так, это Зеленоград. Так, тут Зеленоградск. Вот Светлогорск 2. Светлогорск. Вот наш, в 11. Видишь? Да, вот в 11. Подержи камеру, мне нужно одеть шапку. Вот наш. Ну, пойдем Калининград, Светлогорск 7203. Да, ожидать можно здесь, чтобы не замерзнуть. Либо там, наверху, на платформе. Но сейчас еще время очень мало, мы здесь. Давай посидим, подождем, хорошо? Вот, все, мы здесь сели. И ждем нашего времени. Мы пошли посмотрим наверх. Может быть, поезд уже стоит. Надо посмотреть. И вообще узнаем, как там наверху. Ну нет, я ездила, конечно, с вокзала. Но нам же надо вам показать. Вот. Нет, конечно. Ты же по путям не пойдешь. Вот эта электричка пойдет в Зеленоградск. Видите, какая она красивая. С удобными, мягкими местами. Ее вообще Ласточка. очень восстановили вот недавно, после зимнего периода. Да. А наша электричка, не знаем, какая будет, такая же хорошая или нет. Всяко может оказаться. Но вот это очень хорошая, качественная электричка. Нам бы, если бы такая же, было бы вообще прекрасно, конечно. Вот спустимся сейчас обратно и подождем.
Вот мы уже в электропоезде. Вот он такой современный. Значит, он точно такой же, как вы видели, который шел в Зеленоградск. Вот. Мы уже сейчас сели уже, все. Вот тут такой столик открывается. Можно открывать вот так. Класть телефон. У меня скотчем. Красавчик. Кофе с утра не роскошь, а средство передвижения. Вот. 8 градусов тепла. На улице плюс 8 вот написано. И мы едем в Светлогорск. Сейчас будем отправляться через 15 минут. 11:45 мы будем уже... В 11:45 они говорят, что мы будем. Сегодня 23 февраля. День защитника Отечества. Мужчин всех поздравляем с праздником. Желаем счастья. Желаем быть настоящими мужчинами. Вот. И всего хорошего. Сейчас, когда будем трогаться, буду все снимать по дороге, тоже некоторые пейзажи и так далее. Вот мы уже отправились. Вот, до свидания. Калининград. Но мы еще по Калининграду будем там на Северном вокзале останавливаться, на Сельме, потом в Чкаловске. Вот. Потом доедем до Пионерского, потом уже в Светлогорск. Так что вот мы отправились на скором поезде. Чух-чух. Поехали. Вот мы едем, уже подъезжаем к Чкаловскому. Прошло 15 минут всего. Весь путь занимает минут 45-46. Так примерно. За окном пейзажи такие строительные. Мы едем. Вот так вот все выглядит. В городе праздник, наверное, какие-нибудь парады. А мы едем. Такие домики старенькие. Тут на отшибе, на окраине уже Чкаловск. Вот. Люди стоят на остановке. Вот. Станция Чкаловск. Осталось полчаса примерно ехать. Следующая остановка Пионерский курорт. Вот, они даже на каком-то западном не останавливаются. Они сразу же идут на Пионерский курорт. То есть там написано было, мол, электричка идет через какое-то западное. Нет, она идет через Пионерский сразу же. Следующий Уважаемые Пионерский. пассажиры, посадка окончена. Поезд отправляется. И они стоят на станциях всего, по-моему, 1-2 минуты максимум. Пионерский курорт. Быстро-быстро надо залазить. Народу много-много теперь. Люди стоя едут. Стоя прям. Вот мы едем дальше. Пионерский. И вот с собой я взяла журнальчик. Мы вчера были на почте. Хотелось какой-то подарок ребенку купить, раз он у меня кадет. И мы купили военную фигурку вот такого вот почтальона военного. Потому что все-таки 23 февраля, да, и такой праздник. И мы вместе с фигуркой, естественно, шел вот этот журнал. Журнал называется «Почтальоны. Коллекция. Познавательно-развлекательная коллекция России. Выпуск 9. Почта времен Великой Отечественной войны». И тут вот такая вот фигурка, она прям один в один вот так выглядит. Только здесь нарисованная, ну а так она пластмассовая фигурка. Вот такая вот она. И я развернула журнал, и очень он трогательный оказался. Здесь, значит, рассказывались про письма, которые посылали во время Великой Отечественной войны. Вот представьте, сейчас мы живем, мирное время, все хорошо, но когда-то письма были очень важным атрибутом, бумажные письма. Это был единственный связующий элемент между теми, кто воевал на фронте, и теми, кто оставался в тылу. Естественно, письма ценились на вес золота. Они часто ссылались такими треугольниками. Письма-треугольники были самые известные, самые популярные, потому что конвертов уже, конечно, в то время не осталось. Да? И кто их будет печатать, кто их будет делать? Мама, ожидавшая своего сына с фронта, прижимает к груди письмо от своего сына. Да? Здесь рассказывают молодые, пишут, да, что вот
это очень тяжело было переступить порог дома, куда каждый день носишь газеты, письма и протянуть хозяям листок с словами «Пал смертью храбрых, защищая Родину». Конечно, это очень тяжело было. А вот носить вести о том, что еще кто-то пока жив там, да, кто-то сообщает об этом, это было приятно. То есть похоронки неприятно, а эти приятно, да, вот вести такие. Вот, смотрите, были вот такие всякие письма. Важно, чтобы письмо бойца родным, письма и посылки бойцам, которые идут со всех концов страны, не задерживались по вине связистов. Каждое такое письмо, каждая такая посылка именем отцов, матерей, братьев и сестер, родных и знакомых, именем всего советского народа вливают новые силы в бойца, вдохновляют его на новые подвиги. Вот так писала «Правда» о роли почты через 2 месяца после начала войны, 18 августа 1941 года. Такие картинки. Вообще детям, конечно, надо рассказывать, потому что это интересно, потому что это для них уже война очень сильно далеко. Нам еще бабушки, наши прабабушки там что-то порассказывали, особенно бабушки, потому что, вот, допустим, мне 35, и моя бабушка как раз-таки одна 41-го года рождения, другая 37-го, они оба живы, обе живы. И вот, мол, сложи письмо треугольник, да, вот, мол, деткам пишут, потренируйтесь, сложите письмо треугольник, чтобы написать такое вот фронтовое письмо. Вот бланки сразу расчерченные, чтобы потренироваться, да, как написать письмо треугольник. Вот, это очень интересно на самом деле. Тут марки показывались, какие марки были. 22 июня 41-го первый удар захватчиков приняли на себя защитники героической Брестской крепости. Оборона крепости продолжалась почти месяц. Подвиг ее защитников отражен на почтовой марке, выпущенной в 1961 году в серии, посвященной 20-й годовщине начала войны. 26 июня 1941 года советский бомбардировщик ДБ-3Ф или ЗФ, да, под командованием капитана Гастелло был подбит. Вместо того, чтобы выпрыгнуть из горящего самолета, экипаж направил его на колонну немецких танков. Подвиг Гастелло остался в памяти нашего народа навсегда и был изображен на марке 1942 года. То есть вся память о подвигах войны, она изображена на наших марках. Начиная с ноября 1942, когда врага уже отогнали от Москвы, начался бесперебойный выпуск почтовых марок. За 4 военных года на почтовых марках и блоках отражено 150 сюжетов. Если добавить сюда почтовые выпуски других стран, то мы увидим всю историю Великой Отечественной войны. Ну вот, в общем, такой журнальчик с интересными историями, с фактами. Вот, ночной воздушный бой над Москвой, первый ночной таран над Москвой совершил летчик Талалихин. Ему в 1942 году тоже посвятили специальную марку. Вот тут рассказывается, завершилась Вторая мировая война, в разных странах выпускались марки, посвященные важным сражениям и победам войск союзных держав США, Великобритании, Франции. Вот лишь некоторые из них. Такие вот. Ну и тут о победе уже. Я Андрей Олейник, почтальон из Ростова-на-Дону. Был рад общаться с тобой, дорогой читатель, на протяжении всех этих 9 выпусков. То есть тут вот я почтальон Надежда Расторгуева из Калининградской области, как раз-таки самого западного региона России. Желаю тебе найти интересную работу. Интереснее всего, по-моему, работать на почте. Мы ждем тебя. До новых встреч. Вот. И тут были другие выпуски. Почтальон 21 века, 15-16 век, 30-е годы 20 века, 17 век, 20 век начало, 18 век середина, 1950-е годы 20 века, 19 век, 1820 год, и вот 41-45. Но мы, естественно, раз сегодня 23 февраля, вот купили на почте вчера для ребенка 41-45 вот такого вот военного связиста-почтальона, который самую ценную, да, получается, работу выполнял, чтобы вдохновлять бойцов на то, чтобы они несли нам победу. Вот. Такой пейзаж за окном.
Кого-то успокаивает поезд, кого-то наоборот будоражит, у кого какие мысли, идеи. Расскажите, как нравится ли вам ездить в поездах, в электричках, какие вам нравятся поезда, более комфортабельные, или вам без разницы, можно и на простой электричке проехаться, или вы вообще поезда не любите, любите самолет, какой транспорт вам нравится, может быть машины только, или автобусы. В других странах есть слиперы поезда, слиперы автобусы, где можно оградиться шторкой, поспать. В жарких странах слиперы с кондиционерами идут обязательно. И говорят, что в них часто простывают. Вот. А здесь, в России, вот такие вот обыкновенные электрички. Но вот сейчас вот меняют их частично, да, и вот у нас уже в Калининградской области есть вот такие вот ласточки, которые нас возят, скорые поезда, и с такими комфортабельными местами. Но вот люди стоят. Вот стоят они, и никуда не денешься, да? Все равно едешь стоя, что делать? Бывает летом поезда настолько переполнены, электрички, что люди набиваются в вагоны, стоят в жаре. А вот в таком поезде наверняка есть кондиционер, потому что он хороший, он новый. Я думаю, что тут есть какая-то система охлаждения вагона. Даже если все тут будут стоять, все будут стремиться именно в этот поезд летом. А что даже если стоять, но хотя бы ехать в комфорте. Вот там стадо коровушек, что ли, да? Барашки? Барашки пасутся. Я думаю, что мы уже скоро подъедем к Пионерскому курорту. Там дача нашего, резиденция, да, нашего президента. И многие высокопоставленные лица приезжают в Пионерский, чтобы насладиться Балтийским морем. А в прошлом году, по-моему, в Пионерском была авария большая. Был шторм и смыло часть берега, часть набережной, часть променада была разрушена. И даже вот дом вот президента, да, там уже пошло прям, он же на такой небольшой возвышенности стоит, вообще небольшой, но именно как бы пошло, что началось все рушиться, край вот этого вот сада даже, и все восстанавливалось, только делали. В Светлогорске тоже разрушался променад, его чинили от шторма тоже в прошлом году. Но в этом году вроде бы все нормально идет, без таких катаклизмов. Такая желтенькая природа за окном. Долго у нас в городе стоит зеленая травка, все как бы всю зиму в этом году. А на полях все равно пожухлая травка, конечно, потому что в лесу холоднее, естественно. Вот я так понимаю, что мы уже где-то недалеко от города, потому что начались такие постройки, уже городские. Так что мы подъезжаем к какому-то, наверное, к Пионерскому уже. Многие тут выходят, и те, кто остается до Светлогорска, сядут на места. Вот. Пионерский курорт. Вот, уже прибывает на станцию Пионерский курорт. Вот сейчас посмотрим, как раз снимем, как он выглядит. Наш Пионерский курорт. Чем-то запах какой-то не очень приятный. Я так понимаю, что если он стоит здесь минуту или две, то 10 минут от Пионерского он едет до Светлогорска. До первой станции, наверное, даже меньше. До самого, наверное, до второй станции Светлогорска. В Светлогорске 2 станции, первая и Светлогорск 2. Вот. Я думаю, до первой даже меньше едет. Вот тут домики хорошие в Пионерском. Такие вот. Очень красивый пляж, очень красивый променад. Мы с Владимиром Николаевичем обязательно туда съездим, в Пионерский курорт, вам покажем его. Но в следующий раз, естественно. А сейчас пока вот. Смотрите из окошечка. Там храм стоит такой вот прям. Сегодня пасмурно так. Немножко пасмурно. Вот такие вот. Мне нравится. У нас все в Калининградской области в туях. Все украшают туями,
любой пейзаж. Вот выход туда. Вот станция, так понимаю. Люди выходят. И другие сейчас сядут. Курорт. Потому что те, которые стоят, они сядут. Нормально будет. Светлогорск 2. Вот. Следующая, два. Следующая 2. Она даже на первой не останавливается. 10 минут сейчас идет ровно. До Светлогорска 2. Сразу же. А в расписании было по-другому немножко написано. Что он. И вот здесь на табло было по-другому написано. Следующая конечная. Вот, Светлогорск 1 следует без остановки. Причем он предупреждает об этом именно в вагоне. А вот мы, допустим, в интернете расписание смотрели, как он следует. Нет, этот он сразу же на 2. Мы другие тоже смотрели. Да? А здесь-то было написано же. Нет, сразу после Тоже, да? Пионерска был Светлогорск. Да? 2. Ага. Ну, я, значит, перепутала чего-то. Вот такой вот у нас Пионерский. Сейчас немножко проедем по нему все равно. Уважаемые пассажиры, Солнышко раз чуть-чуть между облачков выглянуло. следующая остановка Светлогорск 2. Светлогорск. Ну, вот даже он 3 минуты здесь простоял, получается, 3. И 9, наверное, минут он будет идти до Светлогорска 2. Ну, красивенько. Тут, конечно, смотри, Владимир Николаевич. Смотри, красивенько в Пионерском. Такой городок. А ты смотришь, да? Ну, тут тоже хорошенькие все такие домики, как кукольные прям такие. Здесь камеру видно, солнышко так светит. Вот так. Должен быть. Мне кажется, здесь где-то должен быть камень лжи был. Давайте немножко сниму вот этот лес. Потому что в Пионерском же идешь по рельсам, и место силы есть такое. Камень лжи называется. Это на 2 части такой раздвоенный камень. Между ними, между вот этими частями камня встаешь. И если ты, ну как сказать, нечестно живешь, даже может тебя как бы, говорят, даже как разряд идти. Человек чистый душой, чистый сердцем спокойно стоит между этими частями. Лес сам аномальный около камня лжи. Все деревья, которые давно должны были умереть, они живы около него. Вот. А легенда такова у камня лжи. Вот сейчас мы где-то сейчас проедем его. Может быть такое, что мы его даже увидим. Не знаю. Сейчас посмотрим. Вот тут вот где-то вот в лесочке он находится. И, в общем, легенда такова, что когда был огромный камень, вот этот камень лжи, и все ходили к нему клясться в верности. Пришли молодой человек, моряк, и его девушка. Она отправляла его в море и поклялась ему в верности между вот этими частями камня. И он поклялся ей тоже. А когда вернулся из моря, он опять ее туда поставил и сказал ей, что я был тебе верен. Она ему сказала, что я была тебе верна, а на самом деле нет. И ее тут же поразила молния. И вот поэтому как бы такая легенда говорит о том, что если ты выходишь замуж или женишься, нужно привести туда половинку, чтобы клялась в верности именно между частями камня. И многие люди в Калининградской области едут на камень лжи клясться, чтобы уж точно все соблюдалось. Вот. Но я была там, лес аномальный, действительно, там вот чувствуется вот эта энергетика. И ученые приехали туда, замеряли, там всякие делали замеры. Камень сам по себе же это эротический валун называется, это блуждающий валун. Вот. И вот этот лес, там деревья растут настолько древние, что они давно-давно должны были умереть, но они не умерли. Вот это самое странное и загадочное для наших ученых российских было, что эти деревья живы по какой-то непонятной ни для кого причине. Лес полностью аномальный около Пионерского.
Ну, вот так остается загадкой, почему же они до сих пор живые. Но они живут, и никто не умирает из них, они уже давно, много веков деревьям, и вот так вот, ну, такая история. Вот. Так что едем. Красивые пейзажи, надеюсь, солнце не спрячет. Потому что прям солнце сильно. Светлогорск 2. О, уже прибывает. Смотрите, как быстро. Будьте внимательны. Так вот такой вид. Свои вещи в вагоне. Почему называется Светлогорск Светлогорском? Потому что тут горский. Везде. А вот там домики. Будем рады видеть вас вновь в нашем Видно. поезде. И вот. Так вот. Светлогорск 2 уже прибыли. Вот. Даже не успели оглянуться, как говорится, уже приехали. Мы выходим из поезда. Держите Та-дам, плотно. та-дам. Очень тяжело. Дай мне, может, камера. Да все нормально, не переживай, ты что? Спущусь я. Скоростной пригородный поезд «Ласточка» на станции Калининград-Южный с отправлением в 12 часов. Вот так спускаемся. Начинается Все. посадка на скоростной пригородный поезд Выходим. на станции Калининград. Да. Сейчас выйдем. Билетики нужно сохранять, сказали, до самого конца, в разглаженном виде, не мять. Потому что нужно их пропикать где-то, видимо. На турникетах на выходе. Да, на турникетах на выходе. Идем. Народу много вышло. Все ехали в Светлогорск. Вот мы приехали в город-курорт Светлогорск. Ура! Тут очень много чего смотреть. Вот я честно скажу, не знаю, сможем ли мы обойти за один день столько всего, сколько здесь есть, но я постараюсь охватить хотя бы большую часть. Вот такой тут вокзальчик небольшой. И чтобы выйти в город, нужно пройти турникеты обязательно. Так, Сейчас все строго. перед выходом сама вот подошла к турникету, пикнула на желтой. Да, я в курсе. Это я в курсе. Сейчас в очередь. Вот такой вот штрих-код. Все стоят в очереди. Нужно дождаться, пока покраснеет табло, и потом уже пикать. Вот так. Вот я прошла. Вот мой муж сейчас дебютирует. Получилось! У тебя получилось! Ура! Да, я знаю. Нам на выход. Все, мы приехали. Выходим. Туристическая фирма сразу нас встречает. Планета называется. Так, пойдем, я покажу тебе желтенькие канатную дорогу. Светлогорск самый красивый город, наверное, в плане каком. Тут горы. И очень много красивых домов, отелей. Побережье просто потрясающее. Но в эти горы нужно уметь забраться. Нужно уметь это все пережить. Так, канатная дорога. Немножечко надо поискать ее. Я потому что уже давненько здесь не была. Она где-то рядом. Где-то совсем недалеко. Где-то совсем близенько. Только вот где? Так. Не помню. А она может в другую сторону, Владимир Николаевич? Слушай, по-моему, мы прошли уже на нее поворот. Она, наверное, в ту сторону, как ты думаешь? Сейчас, подожди. Да, в другую. Ну, Вот. давай, пойдем в другую сторону. Я неправильно Наш пошла. отель.
И отель в другую сторону. Мы сегодня будем жить в отеле «Золотая бухта». Мы забронировали там номер. Сейчас его оплатим. 2200 он стоит. Но мы выбрали комфортный номер, в котором туалет, ванна, все как бы в номере. Не хотелось на этаже. Сначала такие герои, думаем, сейчас самый бюджетный выберем. Нет, не смогли мы решиться. Все равно захотели комфорт, все равно захотели, чтобы было. Чтобы отопление хорошее еще было. Мы у них спросили по телефону, когда бронировали номер в Золотой бухте, хорошо ли у них с отоплением. Они сказали, что ну вроде как нормально все. Поэтому будем узнавать. Но сейчас сначала хочу посмотреть канатную дорогу, показать Владимиру Николаевичу, потому что она красивая. Вот такие вот тут янтарные сувениры. Магазины. Так, давайте немножечко обойдем. Ну, вот так. Тут обувь продают, тут все продают. И вот тут вот такой вот, он очень красивый, наш Светлогорск. Да. Сейчас зайдем. Я уже примерно помню, как это все происходит. Тут всякие изделия из янтаря великолепные. Нет, подожди, вот смотри, вот мы вышли с вокзала, мы с правой вышли, а канатная дорога с левой стороны. В переулок. Ну, давай уже в отель заселимся, потом пойдем сходим, посмотрим. То есть мы опять прошли поворот. Пошли, да, поворот. Мы кукуньки, значит. Бывает. Две. Одинаковые. Так, ладно, давай ищем Золотую бухту. А Ленина 34, вот здесь. Я знаю, что это через дорогу. Вот как 100%. в этом переулке должно быть. Да? Ну, давай искать. Это какой? Ленинский 36? Ну, где-то рядом, да. Мы прям интуитивно идем, но канатную дорогу не нашли. Так, ищем Золотую бухту, ладно. Я вообще вот Светлогорск сам знаю, нормально. Я знаю, где Янтарь холл, я знаю... Так, я знаю, где что находится, но не была здесь целый год. И начало немножко притупляться сознание-то мое. Вот она, Золотая бухта. Мы нашли. Мы заселяемся. Идем. Так. Может, нам уже даже номер дадут. Ура, мы пришли. Вот такая вот тут гостиница. Такой домик. Вот такой отель. Но нас поселят, сказали, в другой корпус. Тут, я так понимаю, общий туалет есть для бюджетных номеров. Маленький отельчик. Поэтому у него, наверное, и есть несколько корпусов. Картины красивые. Вот. Но очень долго оформляют. Уже минут 15, наверное. Вот тут есть карта. Светлогорский лес. Здесь даже, по-моему, театр эстрады указан где. Сейчас уже собираемся. Нас проводят в другой корпус. Ты застегнул? Застегнул. Так, выходим. Вот. Ждем. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весною. Скоро в сене к нам влетит. Пока ворона каркает. Вон она. Прям сидит такая, раскачивается на ветке. Кар. Ну, здания, конечно, здесь в Светлогорске потрясающие. Вот такая красотень. Прям и все сделаны по-разному. То есть у них у каждого свой дизайн продуманный своим же хозяином. Это что-то с чем-то. Вот. Ну, в принципе, я рада, может быть, там корпус получше, потому что этот домик маленький какой-то. Гостиница написана без звезд. Прям так и написано. Без звезд. А вот. Здесь вот адреса, телефоны, может, кому-то надо. Вдруг вас заинтересует.
Гостиничный комплекс «Славянка», Золотая бухта. Гостиница на Ленина, 34. Здесь разные цены есть. 1400, вот чеки видны были. То есть это номера Эконом-класса. эконом-класса. У нас немножко подороже, возможно, У нас из-за 2200, да, из-за того, что у нас в номере будет все удобство. Сейчас посмотрим на номер, конечно. Вот. Мне нравится, что тут эти иголочки везде хвойные. Так прикольно, как в лесу. Ну, здесь и воздух хороший за счет того, что Да, зелень деревьев. сосенки. Классные ели такие. Так, это уже улица Пушкина. Это она? Нет. Я просто жду это здание, какое оно будет. Вот она, прямо перед вами. А. серая. Серенькое, но красивое здание. Здесь внутри вам также понравится. Да, мы тоже надеемся, фотографии посмотрели. Ой-ой-ой, я заметалась. Там вот аист, прям фигурка стоит такая, ландшафтный дизайн, что ли, можно сказать. У вас будет 3 ключа у всех на связке. Получается, один от номера, один от калитки и один от входной двери. Симпатичный. Ага, здесь уже звезды есть, ясно. Там не было, тут есть вот звезды. Крепкие деревья. Да, красиво, очень шикарно. Кто-то любил Зеленоградск, сейчас будет любить Светлогорск. Так, темно. Это будет свет. Сейчас, наверное, вас сначала, потому что ваш номер ближе. Ага. У нас номер 2? А, отлично. Здорово. А тут столовая? Да, тут столовая. Сейчас я все покажу. Спасибо. Сейчас я проведу людей и Душевая кабинка, унитаз. Здесь набор полотенец тоже есть? Есть. Вот такой номер. В Светлогорске отели подороже, чем в Зеленоградске. Поэтому мы нисколько не удивлены вот в данный момент. И либо мы живем у моря, либо нам в гору. То есть подешевле, но в гору. Либо мы живем у моря, но вот так. Ну, я считаю, что очень даже неплохо. В принципе-то. Согласитесь, Владимир Николаевич? Да. Здесь есть вот такой ретро балкон. И очень красивый вид. Я очень хочу показать всем город, потому что он прекрасен на самом деле. Номер хороший, да, мне нравится. Хороший. 2200, нормально. Шторку я уже сборонила. Схлябала всю себя. Вот. Меня все, меня устраивает. Меня, в принципе, устраивает, да. Все. Ну, мы заселились, и продолжение следует.